بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие мусульмане, мы продолжаем тему Иерусалима, мечети Аль-Масджид Аль-Акса и священных земель мусульман. Мы говорили на прошлой теме в общем, что это священные места, эти земли, они земли мусульман на протяжении истории и будут до конца судного дня, этот статус не меняется. Сегодня будем говорить о причине слабости мусульман, почему мы не можем объединиться и почему, будучи, как говорят по статистике, количеством 2 миллиарда человек, мусульман, мы ничего не можем сделать и мы слабы. И как изменить положение уммы, мы будем об этом говорить, и чтобы была польза для всех нас, в первую очередь, я это говорю для себя. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил о последнем времени, то есть о приближении конца света, о приближении судного дня, и говорил, что ближе к судному дню моя умма, она будет подобна пище в тарелке, и враги будут нападать на нее, как голодные псы, и будут разрывать, как разрывают голодные псы, какую-нибудь еду со всех сторон. Сподвижники были поражены, потому что сподвижники, радийаллаху анхум, будучи 120 тысяч количеством, они завоевали все, что можно было в их время. Они распространили ислам туда, куда они смогли при их жизни. Как известно, Византийская империя, Персидская империя, они были поставлены на колени такими великими сподвижниками, радийаллаху анхум, как Абу Бакр, Умар, Усман, Али, радийаллаху анхум, аджмаин. То они удивились, они сказали: о посланник Аллаха, а почему так? Их будет мало? То есть посмотрите, даже сподвижники о нас как хорошо думают. Они сказали, потому что они слабые, или обманулись, они сказали, потому что их будет мало. Поэтому то посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал: нет, сказал, их будет очень много. Но они будут подобны мути и пене, которые в море. Никакой пользы. То есть они будут, их много, но мало пользы. Тогда они спросили: а почему? Причина? В чем причина? Если их будет много. То посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, назвал две причины. Он сказал: хуббу дунья ва карахиятуль маут. Потому что они будут любить эту дунью, временную бренную жизнь, обманщицу. И, конечно, они не будут любить смерть. То есть у них будет ненависть к смерти. Они не будут любить даже упоминание смерти, не то, что о ней думать. Вот эти две причины – это да'фуль кулуб, это болезнь сердец. Эта болезнь сидит у нас в сердцах. И сколько у нас эта болезнь, будучи нас будет даже 10 миллиардов, нам это не поможет, потому что у нас, если будут сердца слабые, то, естественно, будет вера слабая, не будет искренности, не будет у нас мотивации что-либо делать, то мы уже не будем смотреть на количество, будем смотреть на качество мусульман. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, четко и ясно описал то время и ту умму, которая будет к концу света. Это в сегодняшнем положении мы на самом-то деле. Потому что, сплотившись и встав одним телом, мы даже элементарно не можем собраться на утренние и на ночные намазы в мечети, чтобы прочитать джамаатом, общиной, вместе, прочитать дуа. Мы даже слабы в этом. О чем еще говорить, о каких-то других великих вопросах, как сегодня говорят, освободить мусульманские земли, помочь мусульманам, газы и тому подобное. Об этом как мы можем говорить, если мы даже не можем с себя сбросить одеяло на утренний намаз, сделать омовение и пойти на утренний намаз в мечеть джамаатом и не можем прочитать дуа? О чем мы еще говорим? Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, это время описал и дал знать, в чем слабость. Теперь мы знаем, в чем слабость. А теперь давайте посмотрим, что говорили великие султаны, правители, мусульман, такие как Нуруддин Аз-Зинки, радийаллаху анху, Салах-ад-Дин Аль-Аюби, радийаллаху анху, и другие великие завоеватели, которые они распространяли ислам по всему миру.
Один день у Салахуддина аль-Аюби спросили: «О Салахуддин, почему мы не можем завоевать Аль-Кудс, священные земли мусульман сейчас?» Салахуддин аль-Аюби знаете, что сказал? Он сказал: «Я позже отвечу». И после этого на утренний намаз, когда было мало мусульман, джамаате, на утренний намаз в мечети, Салахуддин сказал: «Где тот, который у меня спросил, почему мы не можем завоевать, почему не завоюем Аль-Кудс? Его там не было». И он сказал: «Вот именно поэтому мы и не можем завоевать. Потому что тот, кто спрашивает, он днем, насытившись, набив свой живот, днем приходит и задает такие вопросы: почему мы не завоюем, почему мы не ходим». А он это оставил на утро. Настолько он был великим, умным, мудрым человеком и психологом, что он понял, что именно этот человек на утренний намаз не придет. И он не пришел. И он сказал: вот именно поэтому мы не можем завоевать, потому что вы на утренний намаз даже не можете встать. О чем еще говорить? Салахуддин аль-Аюби собрал очень большую армию, когда освобождал от крестоносцев земли мусульман и завоевал Иерусалим. Около 400 тысяч человек, сказано, у него было его армии. И он знал каждого поименно и каждого в лицо. И если не было знаний, если этот человек не соблюдал, он убирал его из армии, говорил: от него не будет бараката и блага, уберите, пока он не будет соблюдать, пока он не получит знания. И даже по ночам он, когда проходил мимо лагерей, палаток своих воинов, он заглядывал и подслушивал, что они там делают. Если читали Коран или выполняли ночные намазы, он радовался, говорил: «Альхамдулилля, будет баракат от этих воинов». А если видел, что они просто так болтают, или развлекаются, или шутят, он говорил: этих людей нужно или воспитать, или убрать. То есть он настолько переживал, он не смотрел на острие ножа, на острие мечей, он не смотрел на оружие в первую очередь, он смотрел на сердца. Чем занимаются мусульмане? Свободны ли у них сердца? Богобоязненны ли у них сердца? На это смотрел Салахуддин аль-Аюби. Поэтому Аллах даровал и ему, и его армии величайшую победу. За 3 месяца освободил все мусульманские земли, которые были захвачены крестоносцами в то время. Посмотрите на качество, на результат. И смотрите, будьте внимательны. Именно иудейские сатанисты и сионисты, которые сегодня нападают на мусульман, именно они поставили у себя правило в институте такое: пока у мусульман мечети пусты, на утренний, на ночной намаз, они нам не страшны. Откуда они это взяли? От Салахуддина аль-Аюби. Потому что они изучили Салахуддина и сказали, что невозможно, мы не должны допустить такого, чтобы такой человек, как Салахуддин, еще раз появился. Надо изучить его полностью. Они изучили его вероубеждения. Это были аш'ариты по убеждениям. Изучили его мазхаб, это был шафиитский мазхаб. Изучили его путь, тарика, тасауф. И сказали: вот это надо отменить. И ввели такие секты, как ваххабизм и ему подобные, хариджиты, для того, чтобы вот этот ваххабизм, он как раз-таки противостоял истинным убеждениям и истинному пути мусульман. И они очень удачно используют свое чадо, ваххабизм, как раз-таки эти сатанисты из иудеев. Значит, мы поняли нашу слабость. Что говорил такой великий султан Египта Нур-ад-Дин Азинки? Он сказал: «Инни астахи ан атабассама мин Аллах». Воистину, я стесняюсь улыбаться и смеяться перед Всевышним. «Валь-Кудсу аль-Мукаддас фил-Асар», когда священная земля мусульман Иерусалим находится в плену, находится в положении пленного. Послушайте на эти слова. Эти люди, они каждую секунду боялись Всевышнего, каждую секунду вспоминали Всевышнего и даже стеснялись улыбаться, мы уже не говорим о развлечениях. Вот эти правители, естественно, они сегодня не оставили в таком положении мусульман. То сегодня посмотрите на Палестину, что там происходит. Каждый день убивают детей. Каждый день. Десятки и сотни. За несколько недель больше 1000 детей там уже умерло. Валь-аяду билляхи та'аля. Если мы сегодня не будем выходить на утренний намаз в мечети, не будем выходить на ночные намазы, иша в мечети, не будем собираться, не будем делиться друг с другом аятами, хадисами, передавать знания, укреплять сердца и не передавать вот именно атмосферу, энергетику мусульман друг другу, мы также будем сидеть. Хоть нас будет 10 миллиардов.
Посмотрите на то, что сказал Халид ибн аль-Валид, ради Аллаху анху, когда он услышал изречение пророка, алейхиссалату вассалям, которым он сказал: «Масалю аллази язкуру раббах, валлази ла язкуру раббах, ка масалил майит валь хай». Он сказал: воистину, разница между упоминающим Всевышнего и не упоминающим Всевышнего, как разница между мертвым и живым. Когда Халид это услышал, надо посмотреть на психологию, на ментальность Халида. Он видел уже после этого всех неверующих, которые перед ним в сражении, мертвыми. И он влетал, сказано, в сотни солдат, когда перед ним стояли 100 тысяч солдат, он влетал туда один, убивал очень много, выходил с одним пленным, и сказано, ему сказали: ты амир, ты главнокомандующий, не делай такие действия, ты должен быть во главе и командовать. Он сказал: я не могу себя удержать, потому что посланник Аллаха сказал, алейхиссалату вассалям, такие-то слова, то что 100 тысяч мертвых сделают с одним живым, он говорил. О, дорогие мусульмане, оживите свои сердца, очнитесь, пробудитесь, дайте своим сердцам любить Всевышнего и пророка, тогда ваши сердца, они пробудятся. Но пока мы будем именно сухо делать какие-то обязательные вопросы, но при этом не будем любить Всевышнего, и у нас не будет в сердцах именно мотивации, именно любви к Аллаху, любви к пророку, алейхиссалату вассалям, любви к Корану, любви к соблюдению, то просто будем внешне соблюдать, то есть внешне пятикратная молитва, внешне выплачивать закат, внешне ездить хадж, и все, не будем свои сердца оживлять, то мы будем в таком положении очень долго, и никто нам не поможет. Поэтому я призываю к тому, чтобы устранить эту причину, любовь к дуне и ненависть к смерти, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, оживлять сердца, соблюдать, хотя бы начать себя и своей семьи, со своего двора. Именно ходить в мечеть на утренний намаз – это особенный баракат. Появляется нур в сердце у мусульманина и на лице тот, кто посещает мечети в ночных намазах, именно в тахаджуд намазах, утренних намазах и, конечно же, намаз иша. Тот, который соблюдает ради Аллаха, его сердце становится светлым нуром, и его лицо отдает именно тот нур, который находится в сердце. Я призываю в первую очередь себя, дорогие мусульмане, потом вас, обратитесь к Всевышнему сердцем, душой, языком, всем, что у вас есть. И будем молиться за наших братьев и сестер, детей и стариков, мусульман в Палестине. И вообще, в принципе, за тех людей, которые сегодня угнетены. Не только за мусульман, вообще, в принципе, за угнетенных людей, которых угнетают во всем мире, терроризируют именно сионисты, именно Запад, который сегодня относится к сектантам и вводит среди людей сектантские убеждения и распространяет их. Акулю хаза ва астагфируллаха ли ва лакум.